Много уже было сказано, что мне даже добавить нечего. Но я, наверное, в первую очередь скажу, с чего все это началось. Вот когда ко мне обратился председатель Союза художников нашей республики Рабис Мугалевич, мы же, вроде бы, Национальная библиотека хочет организовать выставку Шамиль Шайдуллина. Я, честно говоря, была очень растеряна этим. Думаю, как это вот... Я вообще не знаю там никого, ни одного человека, никогда с ними не сталкивалась. Это первое. Во-вторых, говорю, как вот Шамиля там уместить в библиотеку, каким образом? Шамиль, он такой разный. Я очень была растеряна и потеряна. Но потом, через какое-то время, вот мы встретились с директором, Мадина Фатыховна приехала к нам в мастерскую вместе вот с Рабисом Мугалевичем. И я, знаете, на что обратила внимание? Мадина Фатыховна, у нее настолько цепкий взгляд, она тут же обратила внимание на все эти вот рукописи. И первое ее слово было, что у нее совпадает мировоззрение и философия с Шамилем Муртазовичем. Я была опять еще больше этому удивлена. И она уже настолько знала об этом художнике, и я, конечно, поверила вот ей, что она именно способна сделать. И когда уже запросила она и эти материалы, и те материалы привести, там вот такие работы, такие работы, и я это поняла, что именно она справится с этим. Ну а уж вот коллектив, я еще раз выражаю огромную благодарность. Они действительно меня встречали как в татарских лучших домах всегда. Приходилось бывать, наверное, на 15, или около того, открытии выставок у папы. И, честно говоря, ни разу не было вот такой. То есть, особенно, конечно, хотелось бы те, кто будет посещать, чтобы обращали внимание, может быть, не только на картины, а вот здесь вот представлены еще афоризмы. На самом деле папа очень любил как бы такие вот выражения, какие-то вот ему запоминалось, и последние годы он старался это все записывать. Эмоционально,